Этот маленький жеребенок с загадочным рисунком на лбу по кличке Рамадан, сын того самого знаменитого коня Зазу. Где живут знаменитости и в каких условиях содержатся, мы расскажем сегодня в программе «Республика». Мама Рамадана пала на второй день после появления жеребенка. Сейчас ему почти 3 месяца. Чувствует себя отлично. Каждый день его уводят на прогулку для знакомства с внешним миром. Сейчас в рацион питания малыша входит только молоко. Его дают строго через каждые 1,5 часа. Очередную кормежку Рамадан ждет с нетерпением и выпивает литр молока за считанные секунды. Рамадан каждый саат Yo, akşam kaçacağız. Şuraya bir sayı oku. Uçtul ya uçtu ama yollo. Şey uçsan yalta ay yollo do orada ay yollo. Условиям содержания жеребят и лошадей в Грозненском конно-спортивном комплексе можно позавидовать. Этих грациозных аристократов содержат в исключительно чистых и комфортных конюшнях. Все строго по расписанию. Мы застали время после утренней тренировки и кормления, когда лошади уже отдыхали. Утром 5 часов выезжают как спортсмены на дорожку, они отрабатываются. Потом 10 часов уже кормим, они до 4 часов отдыхают. 4 часа опять ребята уходят, чистят, выводим вечернюю шаговку. Это обязательно. Вся нагрузка он снимает. Здесь мы видим такие вот очень красивые, породистые кони находятся. Вот расскажите о них, какая порода преимущественно у вас здесь и какими жеребцами вы особо гордитесь? У нас тут на ипподроме основном чистокровная английская верховая, она называется так. Во всех ипподромах обычно скачут английские лошади. Red Head, победитель Нальчинского дерби, и побеждал он на Грозненском ипподроме, выиграл большой летний, открытие сезона выиграл. Вот второй жеребец тоже, он рожденный в России, рожденный в Краснодарском крае, жеребец Лендруш. Выиграл тоже, Грозненское дерби выиграл. И закрытие сезона выиграл, очень много тоже хороших призов выиграл. А вот мы видим, вот тут столько наград. Вот. Это у нас уже старший возраст, тоже Батистута. Выиграл, в Грозном выиграл все призы. И так считается лучшим, хорошим майлером. На 1600 скачет он. Следующая там 2-летняя лошадь, купленная в Америке. Мы его только осенью привезли. Он готовится сейчас на скачке. Дозалла, это... Да, это мы дали ей кличку, наша чеченская кличка. Она тоже американка, еще скакать не скакала, купленная на аукционе в Америке. И будет представлять тоже наш ипподром и будет скакать тут на ипподроме в этом году. Вот этот сын Зазу, знаменитого нашего Зазу, тоже 2-летняя лошадь, будет первый раз в этом году скакать. Задатки есть? Да, есть. Вот этот тоже Блекоборг, он скачет у нас на спринтерские дистанции. В прошлом году тоже пару скачек тут он выиграл. Ну, в этом году тоже надеемся, что он будет у нас выигрывать и скакать на короткие спринтерские дистанции. Знаменитый конь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по кличке Зазу уже давно не участвует в скачках. Родился он в 2007 году в Германии и теперь находится на заслуженном отдыхе. Иса, вот покажите нам того самого знаменитого Зазу. Вот он, жеребец Зазу, победитель призов в Германии, в Европе. Вот, сейчас он производитель у нас, от него мы получаем детей. Ему сейчас уже 18 лет. Он. Отлично себя показал, может. Отработал отлично Зазу? Да, он чемпион Германии, потом в Европе скакал, потом в Дубаях скакал. 5-й был на Дубайский кубок, очень мировой скачки.
Чтобы и дальше развивать конный спорт, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев в ходе инспекции с главой региона Рамзаном Кадыровым предложил строительство конного завода для разведения чистокровных пород лошадей за счет собственного поголовья. Строительство нового объекта станет важным шагом для дальнейшего развития конного спорта в республике. Проект реализует в районе пригородного и Чечен-аула, используя земельный участок, прилегающий к территории ипподрома на площади 120 гектаров. Чистокровные верховые породы характеризуются выдающейся спортивной выносливостью, элегантностью движений и строго отобранными генетическими качествами. При разведении они дают потомство с улучшенными физическими данными, высоким уровнем адаптации и эстетическими качествами, что делает их незаменимыми в скачках и спорте. Конный завод «Ахмат» будет открыт на базе Гродненского ипподрома имени Саид-Хусейна Закаева. Здесь обеспечены все необходимые условия для комфортного содержания породистых скакунов. Здесь 3 тренировочных отделения – конюшни, ветпункт, поле, манеж, открытые и закрытые бассейны для лошадей. Всего на Грозненском ипподроме содержат 110 голов чистокровных лошадей, 48 из которых скаковые. На ипподроме обычно для воспроизводства маток не держат. Во всех вот в российских ипподромах нету там маток. Ну, вначале мы не так планировали, поэтому так получилось. И сейчас мы решили его перенести в другое место, чтобы отдельно для маток было отдельная конюшня. И для этого уже все уже подготовлено, у нас уже и чертежи есть. У нас же каждый год, вот, например, кобылы, которые скачут, у нас же и кобылы скачут, они уже после 3 лет, после 4 лет, ну, если они уходят матки, уже у нас у самих есть тоже. Ну, когда есть крайняя необходимость, когда лучший экземпляр можно и купить, наверное. Рассчитано какое-то количество этот завод? Да, рассчитано. На 120 голов рассчитано. То есть придется все-таки докупать? Да, но она вместе, не отдельно для маток, там и жеребята будут, и там и производители будут, чтобы отдельно было хозяйство. После скачек лошадям нужен отдых и, конечно же, витамины для восстановления потраченных сил. А к питанию для чистокровных здесь подходят с особой осторожностью. Простая лошадь, ему особо внимания не надо, а для чистокровной лошади надо, как за маленьким ребенком, смотреть за ним. Там много чего надо. Уход, постилка, чтобы чистый посыл, кормежка вовремя. И когда готовишь, и надо смотреть, как диетолог, можно сказать, что ему не хватает, какие витамины ему добавлять. А вот в основном питание из чего состоит? Овес у них. И там много витаминов. Мюсли называют. И как спортсмен добавки всякие. Для мышц, для креатин. Много чего разные там. Он молодой, он куплен в Америке. У него 23 числа уже карьера начинается, первый старт будет. Его кличка Нохчи Ламан Борз. Сбалансированное питание и строгий режим в конюшнях – это бессменное правило. Кормят лошадей 2 раза в 10 часов утра и в 6 вечера в зимний период и в 7 часов летом. Лошадям особо не нравится купаться в холодное время, но летом, в жару, после тренировок и скачек они не прочь принять легкий душ. После скачки мы обычно даем 3 дня, чтобы он пошагался, чтобы он восстановился. Но до скачек желательно где-то перерыв между скачками, когда месяц, тогда лошадь лучше восстанавливается и лучше он скачет. Питание в основном у нас овес и отруби. Мы и морковку даем им, но есть специальные корма. Продаются в конных магазинах специальные корма, добавки. Специально для скачущих лошадей мы добавляем. Мы добавляем мед энергетический, чтобы было. Ну, не в таком количестве, чтобы им как энергии даем. Они же постоянно на сухом корме, и постоянно у них витамина не хватает. Поэтому мы добавками пользуемся и такие, кроме овса, и морковку даем,
и яблоки даем. После работы 2 часа мы их не кормим. Бассейн, он, в общем-то, для лошади, для тренировок тоже очень сильно помогает. Но в основном это бассейн сделан для лошадей, которые получили какие-то травмы на ногах, где они не могут, например, на кругу работать. Из тренировочного процесса не выходит, он уже ты можешь, если у него нога или там что-то он больное, мы можем его не гонять тут на кругу и работать там в воде. Они уже там у них напрягания не бывает уже на ноги. Тренировочный процесс породистых коней зависит от характера животного. Каждому нужно особое внимание и подход. Только доверившись человеку, лошади дают себя обучать. Первый раз он трудно дастся там ловить. Поймал, в этот момент погладил, отпустил. Второй раз он будет знать, что ты его не бьешь, не гоняешь, а гладить хочешь, например, или дать морковку. Второй раз он уже лучше дастся поймать. В обязанности жокея зачастую входит заездка скакуна, приучение его к послушанию, седлу, ровному галопу. Он тренирует лошадей и в течение их карьеры работает над ускорением, спринтом, изучает, что ее сбивает с ритма, знает ее характер, понимает настроение. Некоторые можно первый же день, наверное, сесть, да, было практики много раз. А некоторые там неделю не подпускают себе, не доверяют, скидывают. По-разному. Долгое время, какое было на вашей практике, чтобы конь не давал сесть? Ну, где-то неделю-две было, да. У кобылки своеобразный подход. Ну, наверное, к обучению одинаковый, а вот в тренинге, да, они являются все равно более слабыми. И нервные, наверное, больше, чем попадались, чем жеребцы. Такие нежные бывают, в основном. Но бывает, попались, и я выигрывал много раз у жеребцов на кобылах. Они могут некоторые соревноваться с жеребцами. Хамзат Улубаев – тренер и жокей. Участвовал в более 2000 заездах, из которых одержал 614 побед и занимал более 1000 призовых мест. Но особо гордится одной победой. Для меня была скачка, которую выиграл в Дубае, например. Важная. После нее выиграл 3 раза приз президента. Но самое запоминающее – первый приз президента в Ростове в 2010 году. На этом жеребце я выиграл Кубок чемпионов в прошлом году. И он, можно сказать, у меня в тренер-отделении самый лучший скакун пока. Он классный. Класс – это от родителей зависит, которые приезжали и скакали очень хорошо и дают выдающих детей. И вот это его самый большой плюс. А остальном он старший возраст, он участвовал на разных ипподромах, есть победы в хороших скачках. И он мощный, как спортсмен, он один из лучших в конюшне. Скаковой сезон в республике открылся в апреле и длится до 1 ноября. Каждый месяц здесь организовывают по 2 скачки. Самое ожидаемое событие 2025 года – это проведение впервые в Чеченской республике Всероссийского кубка дерби. Там встретятся лучшие скакуны России и будут бороться за престижное призовое место. Даже мы лет 10 назад сказали бы, что скачка здесь будет, никто не поверил бы. Даже раньше мы такого мечтали. А сейчас, начало в этом году проведем здесь эти скачки. В тот день встретятся все чемпионы. У нас 16 боксов, в других ипподромах основной 12 бокс. Думаю, полный боксе будет. Ну, это смотря кто приедет. Иногда бывает 12-13. Ну, нам позволяет 16 голов скакать. В прошлом году Грозненский дерби, Начинский дерби мы выиграли, но в Всероссийский дерби мы не попали, проиграли мы. А в этом году, иншаллах, надеемся, что достойно будем участвовать. Новый конный завод, рассчитанный на 150 голов, придаст еще больше импульс развитию конно-спортивной сферы в республике. Это не только расширит возможности в племенном разведении, но и обеспечит подготовку элитных скакунов, способных уверенно побеждать на международном уровне.